Летом Сибай особенно радует. Чистые улицы, цветущие клумбы и запах свежескошенных газонов. Казалось бы, все сделано, отдыхаем да и только. Но на деле все обстоит иначе. Сейчас самое время активной подготовки к зимнему сезону. Коммунальщики проверяют систему отопления многоквартирных домов, строители проводят капитальный ремонт износившихся крыш, дорожники меняют асфальтное полотно на проезжих частях. Эти и многие другие вопросы еженедельно обсуждаются и контролируются руководством города. Так и на очередном оперативном совещании главе Сибая Халиту Сулейманову было доложено о выполнении уже обозначенных задач и постановке новых. В число обсуждаемых вопросов попало строительство новой газовой заправочной станции. Сейчас она находится в стадии проектирования. К слову, благодаря ее появлению городской автобусный парк может значительно расшириться. К строительной теме отнесли вопрос, хоть и наболевший, но уже слегка подзабытый – реконструкция филармонии. На недавней встрече главы города с премьер-министром республики Рустемом Мардановым ситуация была обсуждена в положительном ключе. Давайте уже сами инициируйте, чтобы быстрее согласовать проект филармонии, потому что он сказал, пока проект у меня на столе не будет, денег не будет. Я просил. Деньги, говорят, пожалуйста, мы выделяем. Я даже письмо не оставлял. Почему? Потому что проекта у них на руках нету. На стол говорит, положите проект, я сразу начну работать по финансированию. Сегодня хорошие, нормальные отношения к нам. По всем, вот вы услышали, сколько денег только за неделю придут или пришли, поэтому давайте, надо отрабатывать. Далее обсуждение коснулось коммунальной сферы, а именно проведения чистых четвергов. На сегодня сложилась такая ситуация, что порядка 60 организаций не выходят на уборку своих закрепленных участков. В данном направлении впредь будет проводиться жесткий контроль. Присутствующим также было объявлено и о проведении праздничных мероприятий по случаю Дня строителя 11 августа, Дня физкультурника 13 августа и конкурса лучшего по профессии ЖКХ 20 августа. На этом оперативное совещание продолжилось выездом по особо значимым объектам, где сегодня необходимо провести ряд неотложных работ. Одним из таковых стала улица Белова. Не так давно там началось строительство нового пешеходного тротуара. О его необходимости на участке от улицы Димитрова до гимназии-интерната говорилось давно. И вот теперь там уже проведена отсыпка. Здесь ограждение. Двухметровый, а официально тротуар считается 1,5 метра. 1,5 метра будет. И до какого места? И вот до туда, вот на переход. Срок окончания всех работ по данному участку – конец августа. Так что ученики в сентябре пойдут в школу уже по безопасной дорожке. Здесь же обсудили проектирование нового микрорайона Восточный 2. Он расположится за мечетью, а застройка будет преимущественно многоэтажной. Следующим пунктом назначения стал строящийся поселок Северный. Здесь нарезано 602 участка под индивидуальное жилищное строительство. На сегодня в микрорайоне возведено порядка сотни домов, проживают около 40 семей. А потому назрела необходимость строительства центральной дороги поселка. По срокам ориентировочно сейчас, значит, у нас план-график, это как по закону 44 ФЗ, 10 дней план-график, и затем после этого мы объявляем аукцион, чтобы выявить, объявился у нас подрядчик, кто будет выполнять эту дорогу. Дорога будет проходить, эта дорога как? Это будет пока идет эта дорога отсыпка. Отсыпка – это, в общем, начальная фаза дороги, то есть основа. Получается срезка и отсыпка пойдет. Вообще планируем до конца поселка, туда, в сторону, в северную сторону развивать. Это и будет оно соединяться. Там сейчас у нас 3 дороги начали отсыпаться, подрядная организация, те, кто у нас застраивает, тоже они будут соединяться с этой центральной дорогой. Ну вот пока вот такие планы. Поселок Северный – самый молодой из микрорайонов города, а потому, чтобы сделать его полностью благоустроенным, сюда необходимо потянуть ветки вода и газопроводов, оборудовать остановочные комплексы и запустить автобусный маршрут. Но все это в ближайшем будущем. Главное, что работы по наладке инфраструктуры поселка уже начались. Кроме этого, руководству города удалось добиться выделения денежных средств на проведение капитального ремонта улицы Крупской от пересечения улицы Медной до железнодорожного переезда поселка Аркаим. Также продолжит новый участок дороги от индустриального шоссе до детского сада Курай. И еще одной положительной новостью стало то, что правительство республики выделило дотацию Сибаю в размере 25 миллионов рублей на поддержку городского бюджета. Елена Афанасьева, Азамат Галин, Гульгина Раскильдин, телекомпания СТВ.